Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Вовлечение общественности в процесс принятия решений означает процесс переговоров между гражданами и лицами, которые принимают для общественности важные решения. Поэтому в этих переговорах должны принимать участие не только представители власти, но и сами граждане. Так гласит закон о прозрачности принятия решений. Так ли оно на самом деле? Консультируется ли власть с народом при принятии важных решений? Насколько активно участвуют сами люди в этом процессе? Об этом мы будем говорить в ходе передачи «Альтернативы». Обсуждать эту тему мы будем с гостями в студии АТВ. Сергеем Чимпаеш, депутатом Народного собрания Гагаузии, и Михаилом Серкели, председателем неправительственной организации «Пилигрим Дема». Здравствуйте, добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте. А также чуть позже к нашей дискуссии присоединятся участники в центральной студии канала «Регионал». Александр Осадчи, эксперт от КАУМ, Конгресс местных властей Молдовы, и Анатолий Молдован, эксперт ИДИС Вииторум, Департамент по модернизации публичного сектора. Мы приветствуем вас из Гагаузии, рады будем диалогу с вами. Но прежде чем мы начнем нашу дискуссию, давайте посмотрим репортаж, подготовленный журналистами АТВ, о том, что говорят по этому поводу чиновники и что думают люди. Смотрим репортаж. В ноябре 2008 года парламентом Республики Молдова был принят закон о прозрачности принятия решений. Цель данного закона – обеспечить всестороннее информирование общественности о принятых органами публичной власти решениях, с одной стороны, и привлечение граждан в процесс принятия решений, с другой. 9 лет прошло с момента принятия закона. Консультируется ли публичная власть со своими гражданами, прежде чем примет какое-либо решение? Работает ли принятый закон на местном уровне? Наша съемочная группа провела опрос среди населения Гагаузии, опросила и местных чиновников. То, что в соответствии с законом мы обязаны, мы, конечно же, делаем, публикуем предварительно цифры основные бюджета и местных заставок и сборах на сайте Примарии. Потом проводим публичные консультации. После публичной консультации принимаем решение на заседании городского совета, и только после этого оно публикуется в средствах массовой информации. Хочу привести пример. Например, было публичное консультирование по проекту решения о продлении маршрута городского автобуса. Обсуждения прошли, и в результате на сегодняшний день проблема решена, и автобус доезжает и довозит людей туда, куда им необходимо. Говоря об открытости и транспарентности решений, принятых решений, мы все знаем, что повестки дня тех или иных заседаний Народного собрания Гагаузии, исполкома Гагаузии, местных советов, они постоянно публикуются. Я вижу, что у нас в Гагаузии нет закрытости власти, в принципе, закрытости власти от народа. Однако у жителей автономии иное мнение по поводу информирования населения о принятых властями решений, не говоря уже о привлечении граждан в процесс принятия решений. Нет, не советуются, и у людей никакого совета не берут. Может, люди бы что-то советовали хорошее, они все только для себя. Я считаю, что относительно нормально. Те, которые у власти, они принимают решения сами. Можно сказать, что без совета с народом. Элементарно, хоть с дорогами, хоть с садиками. Сколько бы мы ни обращались, наш вопрос в любом случае остается нерешенным. Говорят, например, мы уже провели заседание, и решение принято, но ни вышестоящие чиновники, ни эти советники, которые на определенных участках, никогда не спрашивают наше мнение и решения принимают, не учитывая наши интересы. Я думаю, у нас есть сайт Чедерлунга, там они все пишут. Я, по крайней мере, читаю там. Сегодня информационные сайты действуют, наверное, 30% на молодежь Гагаузии, которая имеет доступ. А сегодня старичок, которому более 60 лет, как он может получить доступ к информации? Хотя чиновники в автономии утверждают, что в Гагаузии процесс принятия решений прозрачен, закон, судя по мнению граждан, действует пока не в полную силу, так как жители этого не чувствуют и практически очень редко принимают участие в решениях на местном уровне. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно.
Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Чиновники утверждают, что информируют население о всех принятых решениях, но люди с ними не согласны. Вот каково ваше мнение на сей счет? Кто может ответить? Михаил. Давайте начнем с Сергея Константиновича. Да, с удовольствием. Спасибо за то, что пригласили на такую передачу. Знаете, закон касательно прозрачности и как другие законы, они, в общем-то, в целом-то хороши. Самая большая проблема с исполнением законов. Вот здесь самая главная проблема. Значит, могу сказать, что за последние несколько лет в рамках, будучи депутатом Народного собрания Грузии, я неоднократно поднимал вопросы касательно прозрачности, касательно того, чтобы все, что проделывает, в частности, исполнительный комитет, потому как весь бюджет, все формируется, именно распределяется и расходуется непосредственно исполнительным комитетом. И вот здесь очень важно, чтобы чиновники именно исполнительного комитета очень откровенно, очень прозрачно распределяли деньги для того, чтобы у людей возникало меньше вопросов. Но важно, чтобы и люди знали, как распределяются эти деньги. Да, но вот даже в частности, там примар Чедерлунги выступает, говорит о том, что они прозрачные. Я абсолютно в это не верю, потому что проводятся тендеры, проводятся закупки, особенности на капитальное какое-то строительство. И информация, значит, размещается на каких-то газетенках, люди, которых не читают. То есть, и, как правило, очень часто встречается, что одни и те же компании участвуют на разных тендерах. То есть это говорит о том, что сам процесс непрозрачен. Я вот начал говорить об исполнительном комитете, то есть я уже несколько лет не могу добиться все-таки элементарного, чтобы мне нам предоставили информацию относительно численности бюджетных людей, задействованных в бюджетной сфере. Это депутату Народного собрания? Депутату Народного собрания невозможно добиться. Я об этом говорил неоднократно. Неоднократно поднимал вопрос, почему у нас уменьшается количество людей, почему у нас уменьшается количество детей, потому что видим, что отток в садиках, ну, в школах, во всяком случае, но количество бюджетных мест у нас почему-то увеличивается. Здесь есть подозрение большое, что очень много мертвых душ, которых заложены именно в бюджетной сфере, которых фактически нет. То есть это элемент коррупции, который нужно, большой элемент коррупции, который нужно скрыть, показать, не то чтобы показать, его нужно не допускать. Вот это одна из больших проблем. В частности, я поднимал вопрос уже более года. По проекту у нас попали 5 населенных пунктов по водообеспечению. И населенные пункты рассчитываются. Там Тамай, Тамай, Бежгиос, Чедерлунга, Баучи и Казаклия. Пару населенных пунктов, в частности, Тамай и Бежгиос, рассчитывается полностью. А по итогам 2016 года бюджет выделил 5 миллионов лей на оплату за погашение кредитов. Хотя люди платят за это. То есть мы фактически абсолютно не видим, что происходит. В итоге видим, что исполнительный комитет сформировал некую такую кампанию, государственную кампанию, куда просто направляются бюджетные деньги для того, чтобы не видеть, как они расходуются. Таких примеров просто уйма. Если просмотреть, вспомнить тот же... Давайте мы чуть дальше еще поговорим о примерах. Я хочу просто спросить у Михаила, вот, ваше мнение, почему вот ответы публичных людей и других жителей немножко разнятся? Вот, ваше мнение, кто из них лукавит? Ну, потому что они по разную сторону баррикад. Чиновники или представители местных органов власти, они считают, что они прозрачны, хотя практика показывает иное. Я в данном случае скорее соглашусь с людьми, с прохожими, которых вы опрашивали на улице, и с Сергеем Константиновичем ЧПШ, который находится в этой студии. Да? Наши мониторинги показывают, что власть непрозрачна. Мы в течение года проводили мониторинг Народного собрания исполнительного комитета, и все те требования, которые выдвигает закон о прозрачности процесса принятия решений, они не соблюдаются. Мы отправляли несколько запросов, в том числе о том, как расходуются бюджетные средства, в частности резервный фонд, как Народного собрания, так и исполнительного комитета. К сожалению, если в случае с Народным собранием мы получали ответ, где было сказано, ребята, это не ваше дело, то в случае с исполнительным комитетом мы вообще не получали никакого ответа. То есть
такое ощущение, что исполнительный комитет вообще не считает необходимым отвечать на запрос. 2-3 иска на сегодняшний день мы выиграли, вступили в силу. Вот сейчас ждем, чтобы нам предоставили информацию. К сожалению, с людьми не консультируются. Из более чем 100 решений, которые было принято исполнительным комитетом, примерно такое же количество решений, которые приняло Народное собрание в 2016 году, проконсультировались там по единичным случаям, хотя это тоже предусматривается законодательством. Но тут проблема еще в местном законодательстве. Вот есть закон об исполнительном комитете, к примеру, да, который регулирует деятельность исполнительного комитета, и есть закон о регламенте Народного собрания, который регламентирует деятельность Народного собрания. В законе об исполнительном комитете вообще не говорится о том, что исполнительный комитет должен обеспечивать прозрачность, каковы этапы, как, когда, в какой степени и так далее. Просто говорится, просто говорится, деятельность исполнительного комитета гласная. Да? Все, больше ничего. И исполнительный комитет считает, что они обеспечивают гласность, публикуя протоколы своих заседаний и просто ставя нас перед фактом, что вот такие-то решения были приняты. Причем в исполнительном комитете, мы проследили за всеми протоколами заседаний исполнительного комитета, и там традиционные вопросы, последний вопрос — это финансово-экономические вопросы, где выделяются достаточно серьезные денежные средства. И из резервного фонда, и из других фондов и так далее. И мы, в принципе, не понимаем целесообразность выделения этих средств, что мы получаем от выделения этих средств, и вообще, может, эти средства можно было потратить как-то иначе. А вообще о том, как расходуются все 500 миллионов нашего бюджета, это такой немножко большой вопрос. Также в прошлом году стоит отметить несколько законов, которые были приняты. Это закон о телевидении, да, который, в принципе, данная избирательная кампания, которая прошла, нам показала, что телевидение общественное, в принципе, попало в руки определенных политических интересов, и его уже, в принципе, сложно назвать общественным телевидением. И все это благодаря тому закону, который был принят 1 марта. Кроме этого было принято несколько... Увеличение прозрачности это получается. Так его не проконсультировали просто. Хорошо, а как ситуация в Народном собрании? Вы что же мониторите? Так это я говорю про Народное собрание, закон, который приняло Народное собрание. В Народном собрании примерно то же самое. Публикуют повестку дня, но проектов решений не публикуют. Подавляющему большинству решений консультации не проводятся. Просто ставят нас перед фактом о том, что, ребята, вот, пожалуйста, решение было принято и так далее. Но житель правильно сказал, что, в принципе, люди могли бы посоветовать очень много интересных вещей, потому что, в конечном итоге, все мы живем по этим законам, и людям на местах виднее, как решение может функционировать или не функционировать. Но, к сожалению, ситуация такая, как она есть. Спасибо. Господин Чимпаевич, скажите, вот прежде чем принять какое-либо решение или постановление, вы консультируетесь с людьми, может, публичные слушания какие-то организуете, вот конкретно Народное собрание? У нас практика была, в частности, в 5-м созыве я был в юридической комиссии, у нас практика была именно в части, когда мы готовили законопроекты, мы очень часто прибегали к той методике, организовали публичные слушания. Другие законы, другие комиссии, когда готовили законопроекты, в редком случае такое происходило, но вот эта практика очень, очень правильная, очень нормальная и очень нужная. И коль мы говорим об открытости, то считаю, что все абсолютно законопроекты, нам не нужно спешить их бегом-бегом принимать, а нужно увлекать общественность. То есть я всегда сторонник того, чтобы не просто единожды, нужно, если дважды и трижды, организовать публичные слушания, чтобы люди были более активны. Я согласен с Михаилом, чтобы приходили, если мы рассматриваем, предположим, закон, обсуждаем об образовании, то нужно привлекать специалистов в этой области, для того, чтобы они могли подсказать, потому как депутаты не могут принимать очень точные, очень четко законы, например, какие-то специфичные. Вот это, в принципе, мы эту практику применяли, но считаю, что ее недостаточно. Вот нужно не по каждому постановлению, а по каждому законопроекту, прежде чем его выдавать на гора, проходить именно через публичное слушание. Это нужно. Спасибо. Мне интересно узнать мнение наших участников центральной студии, и следующий вопрос будет адресован им. Господин Молдаван, что вы можете сказать о принятом законе о прозрачности принятия решений? И работает ли в полной мере этот закон в нашей стране? Каким образом могут получить информацию о принятых постановлениях жители в регионах? Вообще-то
Мы должны знать социум, это какой есть социум. Знаете, есть та поговорка: на то и щука, чтобы карась не дремал. Надо, чтобы наши граждане знали свои права. Вот то, что в вашей студии говорили про то, что если мы знаем свои права, я уже знаю, к кому обратиться, как обратиться. Если по телефону говорят: сиди там спокойно, он и сидит спокойно. У нас вообще-то граждане очень дисциплинированные. Или те, которые активны, они уехали на заработки. И я могу сказать, что если ты знаешь свои права, вот об этом и вышло вот это законодательство, чтобы была транспарентность. А зачем транспарентность? А для того, чтобы коррупции не было, для того, чтобы не воровали. И поэтому для того, чтобы... Вообще-то мы выбираем тех людей, которые... Мы выбрали его, и есть такие люди, что забывают на 4 года. Но на 4 года забывают, они имеют надежды. Ну, они его уважают, и они знают, что он будет делать правильно. Если нет, то, как говорится, в следующий раз они его не выберут. И это идет момент и на уровне втором районы и национальное собрание, и даже в первом уровне. И я знаю, что вообще-то наши граждане очень уважают своих избранных лиц, но, как сказать, не 100%. Я был на одном семинаре, и там один мэр сказал: я менеджер, а не политик. Но мне очень интересно, что хотят мои граждане. То есть невозможно, тебя избрали, и ты отрываешь свои связи. Это идет постоянно. Обязательно надо встречаться, делать собрания, поводить свои отношения, что сделано, что надо делать. И каждый держит пульс. Это тот, который хороший менеджер. А если он пришел чем-то другим заниматься, это уже, извините. Но и всегда, там, где живой организм, я говорю, город, регион, это обязательно кто-то довольный, кто-то недовольный. Поэтому и есть законы. Вот этот закон, когда мы говорим, а был ли кто-то наказан за свои несоблюдения закона о прозрачности. Ну, в статье 16 этого закона «Ответственность за несоблюдение прозрачности процесса принятия решений» написано: несоблюдение настоящего закона является дисциплинарным проступком и в соответствии наказывается в соответствии с Трудовым кодексом. Все. То есть здесь вообще-то идет комплекс мер, если мы говорим про прозрачность. И тот человек, который находится впереди, то есть лидер, он заинтересован, чтобы была прозрачность. И, господин Асадчи, следующий вопрос я хочу адресовать вам. Участвует ли Конгресс местных властей в законотворческой деятельности? Если да, то в каких? Какие механизмы информирования людей использует Конгресс местных властей? Я хочу, коротко отвечу на этот вопрос и хочу сделать тоже одну вклад в эту дискуссию по поводу транспарентности. Да, конечно, мы участвуем на всех уровнях, как Конгресс местных органов власти. Участвуем в регулярном диалоге как с правительством Республики Молдова, так и в парламенте, на большинстве парламентских комиссий, слушаниях, что касается особенно местных органов власти. Постоянно приходим со своими мнениями, то есть официальными мнениями, написанными, значит, в письменном виде, предоставленные в парламент и в правительство. Участвуем, кооперируем хорошо и с ассоциацией мэров из Гагаузии. Они тоже участвуют в этих дискуссиях ассоциации, и очень полезны часто бывает их перспектива и их замечания. Я хочу сказать, что вот говоря о транспарентности, в общем, нам не мешало бы сделать два серьезных разграничения. Первое разграничение – это разграничить все-таки транспарентность центральных органов власти и транспарентность местных органов власти, потому что, по сути, там совершенно другие механизмы контроля, мониторинга, участия в принятии решений на обоих уровнях. Самое простое, что приходит в голову, допустим, на местном уровне люди все понимают прекрасно, любой человек, который не придет туда с улицы. На центральном, наверное,
наверное, немножко сложнее. Там надо в некоторых областях быть экспертом и требует немножко больших усилий с этой стороны, скажем так. Но это только один из примеров. Существует огромное количество других соображений, почему это надо разграничивать. И второе, все-таки мы должны разграничить реальную жизнь и декларации, или даже законы, потому что, к сожалению, у нас, вы знаете прекрасно, большинство законодательства не функционально, скопировано с моделей развитых стран, но совершенно не соответствует нашему балансу силы власти. Очень хороший этот закон, конечно, сама идея прекрасна, и нам нужно к этому стремиться. Проблема заключается в другом. Допустим, на местном уровне у нас очень неплохо сложилось в плане вот этого консультирования населения, участия населения. В течение 20-25 лет международные проекты все требовали от наших местных органов власти при получении каких-то проектов инвестиционных и не только инвестиционных привлекать население, идентифицировать приоритеты и имплементировать эти приоритеты. То есть население было постоянно, и местные органы власти обязаны были работать вместе, даже под давлением наших партнеров. Это создало такой климат, когда уже автоматически потом по инерции местные органы власти всегда это делали. Проблема теперь заключается в другом. Надо прекрасно понимать, что не все далеко заинтересованы в политике, в политической жизни, в местных органах власти, в центральных. Люди имеют другие приоритеты, другие интересы и не всегда вовлекаются. Но хуже всего то, что в последнее время мы видим тенденцию, когда людей все меньше и меньше интересуют эти вопросы, потому что они прекрасно понимают, что очень мало что они на что могут влиять. Зачастую денег на местном уровне не хватает даже на зарплаты мэра и его команды. Тогда что им, зачем участие нужно мое там вот в этих... Я ничего не могу идентифицировать, никаких проблем, приоритетов, потому что денег для решения проблем просто нет. Поэтому, если мы реально хотим говорить о транспарентности, об участии граждан, в первую очередь мы должны обеспечить, чтобы местные органы власти имели какие-то рычаги, имели какие-то финансовые возможности, чтобы эти проблемы граждан решать. В противном случае это все остается на бумаге и только на уровне философии. Вы согласны с участниками в центральной студии? Ну, каждый по-своему прав. И эксперт, который называет, что люди должны знать свои права, это безусловно нужно. И это одна из причин, что люди бывают очень слабо проинформированы, не знают о своих правах. Но, знаете, опять же, вот нельзя идеализировать какой-то закон. У нас самая большая проблема в ментальности людей. Вот в менталитете именно я начинаю говорить, я начинаю от людей, которые во власти. Ведь по большому счету, что ни для кого сегодня не секрет, что коррупция, самая большая коррупция у нас — это чиновничья коррупция. Это можно взять исполнительные органы власти, это можно взять правоохранительные органы, это можно взять прокуратуру. Это бич. Мы должны понимать, что вот, люди чуть постарше возрастом, которые вот просто пережили, жили, работали в советское время, знают, может быть, не все знают, что вот был бич воровство, что и уничтожило эту страну. Именно по большому счету, что слабая система управления позволила, массово воровать, и это привело к развалу страны. У нас сегодня бич в Молдове — это воровство поголовно везде. Я имею в виду именно управление, именно государственная структура власти. Налоговая инспекция будет, прокуратура это будет, исполнительные органы власти и так далее. Это везде. Ни для кого не секрет. Потому что сегодня может любой примар декларировать, говорить о том, что у меня все нормально, я провел тендер. Кто сегодня может гарантировать, что если асфальтируют где-то дорогу, особенно если крупный проект, что там мало воруется денег? Никто это не будет гарантировать. Я вот до этого хотел привести пример. Даже у нас этот долгострой в Камрате, мы уже столько лет строится этот хирургический комплекс. Сколько миллионов лей? Я что-то слышал, больше 30 миллионов лей уже туда угрохали. Сколько там денег своровано, одному Богу известно. И все недоделано. И самое главное, что где сделан ремонт, пока этот комплекс еще не сдали, но я уже знаю, что они хотят опять исполком запрашивать несколько миллионов лей для того, чтобы опять ремонт сделать, потому что комплекс денег еще не сдали. Не хватает. Понимаете, это бич. Бич, потому что никто не может контролировать. Я извиняюсь, да. Даже тот же исполнительный комитет, мы начали говорить, 2 года у нас работает исполнительный комитет. Это, конечно, проблема и депутатов Народного собрания, которые, моих же коллег 5-го созыва, которые ни разу не удосужились
потребовать отчетности исполнительного комитета. А почему так происходит? Вот так не поддержит большинством, так оно получилось. А один Сколько депутат вопрос... может инициировать? Ну, инициировать, да, но все равно голосует большинство. Сначала президиум, потом... Да, конечно. Значит, не так было. Я поднимал этот вопрос неоднократно. Счетная палата республики проверяла исполнительный комитет за прошлый год. Мы информацией не владеем. Что было, чего никто не знает. Понимаете? Ведь получается, что контролирующие органы сегодня можно... То есть, если они находят какую-то проблему, видимо, это можно как-то замазать. Вероятнее всего так. То есть, тут должна быть... Понимаете, система у нас коррумпирована вся. Должна быть как... С головы должно начаться оживление, оздоровление. То есть, нужно системно менять все. Говорить, вот правильно люди говорят снизу, что мы не верим ни во что там воруется, и это правда. Потому как, к великому сожалению, что люди приходят во власть для того, чтобы обогатиться. Люди приходят во власть, обещают много. Господин Сергей, ваше мнение? Ну, тут законы, важно, да, законы они хорошие, и они создают Почему не хорошие работают? механизмы. Ну, во-первых, нету воли чиновников и местных выборных лиц обеспечивать прозрачность. С другой стороны, у них никто этого особо не требует, с исключением единичных случаев. Да? Нету массового требования, поголовного требования. Журналисты, к сожалению, не очень хорошо работают, мало журналистских расследований. Никто не задается вопросом, почему деньги-то расходуются таким образом и не таким. Вот был приведен случай, Сергей Константинович привел случай хирургический корпус. Есть еще одна постоянная прорва, это дорога Кангас-Баурчей, которую ремонтировали неоднократно. И уже один только Бог знает, сколько миллионов рублей там отмыли на неоднократном ремонте. Ее начали ремонтировать еще когда Демирель, по-моему, приезжал сюда в Гагаузию, и так постоянно ремонтируют. И под аргументом, насколько я знаю, чистится асфальтовое покрытие. Хотя идите посмотрите, там скоро на гужевой повозке тяжело будет проехать, понимаете? Вот нету... вот был, сказал господин Молдованов в центральной студии, на то и щука, чтоб карась не дремала. Вот у нас, к сожалению, роль щуки должны выполнять средства массовой информации, граждане, организации гражданского общества, которые пока, к сожалению, эту функцию пока на себя еще не взяли в полном объеме. Если посмотреть, вот мы в пятницу провели круглый стол и представили небольшой опрос среди журналистов и неправительственных организаций. Сколько запросов было отправлено органам власти и как часто они отправляют? Очень мало запросов отправляется. Хотя, еще раз повторюсь, причин и поводов для отправки запросов очень много. Элементарно тендеры, да, закупки, детские сады, как закупаются питание для детей, как закупаются, не знаю, материалы. Практически во всех школах поголовно по Гагаузии идут ремонты, заменяются окна, ремонтируются крыши. Часть денег выделяется из бюджета Гагаузии или центрального бюджета, часть денег выделяется донорами. Как эти деньги расходуются, кто получает тендеры, какая компания участвует, кто выигрывает. Сергей, вы сами говорили, что запросы отправляются, но не получают ответы. Я хочу сказать, что очень мало запросов. Да, есть, безусловно, в этом году за 2016 год количество запросов увеличилось. Это мы тоже констатировали, но их достаточно очень мало. И чиновники пока уверены в том, что они останутся безнаказанными, они могут не ответить, им за это ничего не будет. Закон предусматривает только административное наказание. Ну, а кого наказывать, один только Бог знает. Ответственных за обеспечение прозрачности в органах власти нету, поэтому, знаете, на нет и суда нет. Поэтому вот такая вот проблема, но необходимо активизироваться, безусловно. Гражданское общество, депутаты должны требовать, общество должно требовать, избиратели должны требовать своих депутатов, чтобы они требовали элементарно. Если мы не знаем о том, каков был результат аудита, ну это как бы уже, мне кажется, несерьезно. Необходимо знать, каков результат аудита по всем примариям, не только по исполнительному комитету, потому что на уровне примарии расходуется тоже огромное количество денег. Спасибо. Я согласен с вами, могу просто добавить, что вот то, что Михаил сказал, я, наверное, уточнил, наверное, что не просто запросы, а должны быть журналистские расследования. Понимаете? То есть этого нет, это отсутствует. У нас журналисты, к сожалению, где у нас привержены одним политическим силам, либо другим. У нас есть свое общественное телевидение ГРТ. Сегодня депутат, как я даже себе говорю, я уже больше года не могу, меня не приглашать на телевидение. То есть там есть
родственное положение начиная от Башкана, то есть кому можно, то есть некую цензуру установили. Какие расследования они будут проводить? Да они ничего не будут расследовать. Поэтому вот здесь, даже вот мы напомнили по поводу детских садов. Все знают, что массовые отравления были в Молдове именно из-за плохого качества продуктов. Вот это как раз один из примеров, то каким образом все это покупается. Никто не контролирует. А ведь прозрачность как раз и предусматривает, чтобы, я вот говорил неоднократно депутатам, членами исполкома, почему, если есть тендер закупка, например, продуктов, сделать открыто, чтобы если это в населенном пункте, чтобы родители этих детей могли тоже увидеть, что покупают, не просто по цене, а наверное, просто потому, что нет информации. Люди нет, так они скрывают. Если я задаю вопрос исполкому, вывести, пожалуйста, информацию. Вот та же примария. Вы проводите, вы же публичный орган, вы обязаны, мы налогоплательщики платим, вас содержим, вы обязаны по всем своим расходам отчитываться перед нами. Хорошо, вот это отсутствует. Давайте я сейчас предлагаю посмотреть репортаж, подготовленный коллегами канала «Регионал», после чего продолжим нашу дискуссию. Смотрим репортаж. 60% населения недовольны объемом общедоступной информации о деятельности Примарии. В то же время половина наших граждан переступают ее порог реже, чем раз в год. Жители села Ларга, района Бречень, уже не являются частью этой общей статистики, ведь они идут в ногу с новыми способами информирования. В том, что касается прозрачности, у Примарии села нет никаких проблем, ведь доступ к информации гражданам обеспечивают постоянно. Система онлайн-трансляции заседаний местного совета позволяет всем жителям в реальном времени следить за тем, что обсуждается в Примарии, какие решения были приняты на благо села. Те, кто не успел посмотреть заседание онлайн, могут потом увидеть его на сайте. Другой новаторской идеей является информирование населения через СМС. Требования касаемо местной публичной администрации и идеи совместной программы интегрированного местного развития привели к более высокому уровню прозрачности в деятельности Примарии. Идея с СМС-уведомлениями произошла от отсутствия информации у граждан. В Примарии на информационном панно были вывешены объявления местного значения. На сайте Примарии опубликована вся информация. Раз в триместр выходит местная газета, информационный бюллетень. Но все же оставалась определенная информация, которая не доходила до граждан. В Примарии была поставлена задача собрать по возможности номера мобильных телефонов всех жителей села Ларга. Мы собрали список из примерно 2000 номеров. Все они были внесены в базу данных и с помощью специального приложения, которое рассылает одно сообщение большему количеству номеров, мы достигли положительных результатов. Аппликация удат результаты позитивные. Мы получаем эти СМС, читаем их и знаем время, когда приезжает какая-нибудь делегация или когда происходит собрание, концерты. Мы всегда в курсе. Жителям села Ларга также удается общаться с местной администрацией. Ввиду упрощения данного процесса в холле Примарии был установлен почтовый ящик, в котором сельчане оставляют свои сообщения, идеи или критику. Сайт Примарии все время актуализируется, и на нем присутствует вся необходимая информация. Таким образом, конструктивный диалог местной публичной администрации с гражданами делает последних более заинтересованными в деятельности Примарии и местного совета. Я хочу обратиться к участникам центральной студии. Вот мы посмотрели репортаж из села Ларга. Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы пример информирования через СМС-сообщения стал нормой для каждого села в Молдове, для всех примарий? В принципе, конечно, я думаю, что тут мы должны искать разнообразие различных рычагов и различных методов. Для одних сел действительно это может быть оптимальной моделью, для других сел могут быть какие-то другие инструменты, для городов еще какие-то. То есть я хочу сказать, что этот пример очень важный, очень интересный, и это действительно не единственный в Республике Молдова. Что касается особенно вот этой системы телевещания, заседаний местного совета для граждан соответствующей административно-территориальной единицы, но существует целое разнообразие способов, как достичь, как пробиться к населению, как проинформировать его, как вовлечь его. И я хочу сказать, что в целом по Республике Молдова, в общем-то, как я уже говорил, действительно это осознание со
стороны, как минимум, местных органов власти очень высоко. Они все, в общем-то, помимо всего прочего, находятся в избирательном контексте. Они все нуждаются в каких-то коммуникациях. Очень широко используется Facebook, допустим. Конечно, самые популярные это вот эти доски внутри в залах примарий, информационные табло. Есть и используются веб-сайты, используются заседания с гражданами, собрания с гражданами. Это все есть, это все может совершенствоваться в зависимости от конкретной административно-территориальной единицы. Но еще раз хочу сказать, это все то, что, как сказать, это не база, это не основа. Это очень хорошие методы и инструменты. Основа — это когда граждане увидят, что они реально могут на что-то влиять. Если, еще раз, у местных органов власти нет денег, если у них нет инструментов принятия решений, все централизовано, централизация очень сильная и очень большая, и компетенции у местных органов власти очень маленькие, если не сказать ничтожные, и денег нет, то тогда граждане прекрасно это видят и прекрасно это чувствуют, и не будут заинтересованы участвовать в каких-то местных делах. Плюс к тому, сейчас вот в парламенте был принят в первом чтении закон, допустим, о дорожном фонде. Дорожный налог будет перенаправлен местным органам власти. Это как бы предоставит один из очень важных рычагов пополнения местного бюджета. Может быть, вот здесь уже будет больше интерес у граждан быть вовлеченными вот в решение проблем, что касается местных дорог, улиц, асфальтирования, поддержания и так далее. Вот здесь может быть поле приложения усилий. ЕДИС Виитору проводит анализ, и вот есть рапорт именно о транспарентности, то есть открытости местных органов власти. Есть сайт localtransparencyviitoru.org и есть localbudgetsviitoru тоже .org. Там можно открыть эту страничку и посмотреть или сравнить, какой бюджет в нашем селе, какой бюджет в другом селе. То есть более открыто. Конечно, это идет работа вместе с Министерством финансов. Еще что? У нас ЕДИС Виитора работали вместе с Консилиумом Европы, и мы все хорошие практики, то есть у нас есть брошюрки, есть микрофильмы, которые показываем. Вот именно Ларго, это еще было в 2014 году, когда они вот эту хорошую практику представили. Но к этому я могу сказать, что есть в Санжирее, Кишкарене, Сильвия Цуркану, примар тоже. Там уже идет и Facebook тоже сразу, что произошло. Идет и собрание в примарии. Что еще могу сказать? Вот в Пересечено есть радио, делают рупоры, поставили в каждой магале, и приходят граждане и говорят: господин примар, вот у нас не слышно, поставьте еще один рупор. И вот эти все новости, которые передают, то есть все, что забытое и старое, оно хорошо работает и сейчас, когда в селах не имеет, вот как сказал один из молодых людей, что именно бабушка, дедушка, хотя сейчас тоже у них есть родственники за границей, которые тоже через скайп разговаривают, в вайбер, но вот эти вот все наши механизмы надо использовать. Даже то радио, которое мы были в селе, и они встречаются и говорят: вот спасибо, господин примар, что мы узнали, что мы знаем. Надо держать пульс и держать контакт вместе с людьми. Вот посмотрели репортаж, хороший пример из села Ларго. Как вы считаете, этот метод связи доступен в нашем регионе? Почему у нас не используют СМС-сообщения для информирования населения? Ну, я могу сказать, что для никого не секрет, вот в начале передачи там молодой человек выступал, говорил о том, что большая часть у нас все-таки в населенных пунктах люди живут пожилые. Они сегодня не умеют пользоваться мобильными телефонами, тем более как хотя бы для тех, кто не умеет. Нет, ну, безусловно, любое хорошее нужно перенимать. Но мне кажется, здесь проблема немножко другая. Вот приводят пример населенного пункта Ларго там, или еще каких-то населенных пунктов. Все зависит от человека, человеческий фактор. То есть, если примар, он хочет работать, у него исходит от души, он хочет помочь, и он порядочный человек. Допускаем, что, конечно, не все есть порядочных, и, может быть, их много, которые и не воруют. Вот.
Вот это самый главный фактор для того, чтобы именно избрать нормальных людей. Хорошо, вот в Народном собрании депутаты могут использовать такой метод? Депутаты могут принимать законы, мы не можем избирать людей. У нас есть информировать по-любому можно, но опять же говорю, что нужно избирать людей, которые будут просто стараться для других людей. Вот это будет примар, либо это будет депутатом, либо это будет глава Гагаузии. Нам нужно выбирать людей, которые будут отдаваться, которые будут от души стараться ради для людей сделать. И вот от этого будет, конечно, исходить больше пользы, нежели от каких-то технологий. Тогда и будет результат. Но технологии, безусловно, тоже нужно использовать. Почему нет? Господин Сергей. Ну, смотрите, технологии, по-моему, у нас очень успешно используются определенными чиновниками, те, которые хотят... Перед выборами, да, особенно? Вот, ну да, как в тех условиях, в тех моментах, когда им это нужно. Вопрос в другом. В каких целях они используют эти технологии? Для того, что для пиара политического, да, мы видим, что они используются очень хорошо. Социальные сети, телевидение, и доходят практически до каждого дома, до каждой бабушки. Доносят информацию, которую хотят донести. Но вот в том, что касается прозрачности процесса принятия решений, консультирования, вот здесь с этим у нас немножко проблема. Да? Потому что и тут уже возникает вопрос, почему. В одном случае они делают, очень многие делают это достаточно успешно. Да? Вот было сказано, и в Гагаузии, по-моему, некоторые используют очень активно Facebook, социальные сети, не только Башкан, но и примары некоторые, и депутаты некоторые. То есть, но опять же, плюс есть сайты примарий, есть сайты органов власти, которые в большинстве случаев сайты служат только для пиара должностных лиц, которые возглавляют тот орган. Но ни в меньшей степени служат для того, чтобы информировать людей о решениях, которые принимает тот орган власти или должностное лицо, и в меньшей степени служит средством коммуникации того, когда будут проходить публичные консультации, связь, да, где может быть, можно найти отчет о деятельности, сколько денег было потрачено, куда было потрачено и так далее. Вот технологии используются, но опять же, в каких целях? То есть поскольку мы говорим о прозрачности процесса принятия решений, нам хотелось бы, чтобы эти технологии использовались для обеспечения прозрачности. Но, к сожалению, и наши фокус-группы, которые мы провели перед выборами Народное собрание, в принципе, показывают, что в большинстве случаев люди не совсем довольны, как с ними держат связь. Да? То есть обратной связи они не чувствуют. То есть они их забывают. Забыли. Перед выборами все пришли к людям. Вот выборы закончились, сейчас нужно посмотреть динамику, как часто с людьми связываются, как часто перед ними отчитываются и так далее. Знаете, даже на местном уровне могу добавить, вот есть пример Приднестровья, вот они, когда отправляют на счет за услуги, вот, например, собственнику, то у них есть распечатка, то есть указано по каким налогам, сколько у них собрано и куда они расходуют деньги. То есть они фактически информируют население. Почему у нас в населенных пунктах, например, предположим, в той же Приморье, касательно там расходов по воде, там, по канализации, по другим расходам, почему они не могут показывать, сколько Приморье формирует денег, собирает, или, примерно, допустим, люди приходят на почту платить за те же услуги, вывешивать и показывать, что собрано столько-то денег, столько-то потрачено туда-то. То есть вот эта открытость нужна, простая. Сколько людей, конечно, людей, сколько в бюджетной сфере работает, кто сколько получает. Да и люди сами должны требовать. Но мы требуем, я вам говорю, я депутат требую уже, который раз не могу добиться. То есть это должно исходить от головы. Они должны раскрыть, а не прятать. Мы же не какая-то структура фискальная, которая должны контролировать. Они должны раскрывать и показывать, каким образом они расходуют справедливо деньги людей, налогоплательщиков. Я хочу еще раз, мы посмотрели еще один репортаж, подготовленный коллегами из Неспарен, и о том, как информирует своих жителей местная власть и что от этого выигрывают люди. Гражданское общество в Неспарень умеет выразить свое мнение в моменты принятия важных для города решений. Так считает примар Неспарень Григорий Робу, который говорит, что информирование и активное участие граждан в процессе принятия решений влечут за собой положительные результаты. Участие граждан в принятии решений – очень важный момент, ведь как бы нам ни казалось, что мы все знаем, чаще всего представителям публичной администрации только кажется, что все хорошо, но это мнение не обязательно
обязательно совпадает с мнением граждан. В данном контексте мы стараемся сотрудничать с жителями города в процессе принятия важных решений и всегда все с ними обсуждаем. Другие представители Приморья считают, что публичные слушания предоставляют гражданам возможность принять участие в развитии собственного города. В контексте внедрения проекта по водоснабжению был проведен ряд публичных слушаний и встреч с горожанами, в рамках которых примары и ответственные в проекте люди отвечали на все вопросы граждан. Также хочу подчеркнуть, что здесь присутствовали и представители посольства Австрии, которые очень помогли нам на протяжении всего проекта с его внедрением. Этот инструмент повышения уровня социальной ответственности граждан в Ницпарень используется часто. Таким образом, люди имеют возможность высказать свое мнение. Ранее была практика лишь информирования, но не консультирования, без запроса общественного мнения. Но несмотря на это, люди говорят, что в нашем обществе граждане все еще испытывают унаследованный с советских времен страх, который мешает им высказаться и вносить предложения, проявляя тем самым инициативу. Жители нашего города, да и всей Республики Молдова очень слабо проявляют свою активность. Метод вовлечения граждан в общественную систему изменил бы страну радикально. Очень многие граждане даже не имеют понятия о том, как строится шоссе или водопровод, или о том, сколько денег было потрачено и откуда они взялись. Они не знают об этом, но зато задавать вопросы о том, почему нет света, канализации и многого другого, они умеют. Вот если бы они посещали заседания совета, собрания, организованные примаром, ведь он любит проводить такие собрания, и это отрадно. Тогда граждане бы хоть что-то знали. Este necesar ca fiecare Необходимо, чтобы каждый осознавал, что не только он должен участвовать, но и другие. Очень важно общение между людьми, чтобы реализовывать что-либо в общественной сфере. У нас свободное общество, и наши жизни очень зависят от избранников народа, от депутатов, советников, но качество их работы оставляет желать лучшего. И это результат низкого участия общества в процессе принятия решений. Люди не общаются и не сплачиваются, и сами того не осознавая, вредят таким образом самим себе. Гражданское участие, хоть и крайне важно в рамках демократии, достичь его не всегда просто. Иногда для этого необходима политическая волеизъявление, а также воспитание как представителей власти, так и граждан на тему обязательств, которые достаются каждому в рамках демократии. Сразу хочу задать вопрос участникам центральной студии. Информирование населения очень важно, но не менее важно проводить консультации с народом, как мы видели в репортаже из Ницпарень. Как вы считаете, чем объясняется такая слабая активность со стороны людей в публичных слушаниях или в консультациях? Спасибо, очень хороший вопрос. И знаете, вот эти вот видения, консультации, проведение этих собраний, вообще-то, если кто-то не хочет видеть и слышать, тот и не увидит, тот и не услышит. Дело в том, что когда мы делаем это собрание, мы собираем людей. Вот смотрите, там сказали по фильму, что если люди, вот мы спросили, какая самая главная дорога вот у гражданина, да даже у приморя, скажет, конечно, та, которая около меня. И он не заметит то, что делается вокруг. Ты хоть выйди из себя. Дело в том, что надо обязательно работать с людьми, но если они не захотят, за ручку ты их не возьмешь. И тут я знаю из своей практики, например, если собираешь, и радио говорит, и телевидение, а приходят 5%. А в конце концов потом говорят, а мы не знаем, они хотят знать. И поэтому и еще одно, есть политик. Есть политика, это наши, это не наши. Берут, то есть кто у власти, боятся, чтобы им не сделали плохо. То есть они не доверяют даже этим органам. Органам прокуратуры, органам милиции, органам. У нас, когда говорите нет контроля, и мы говорим про транспарентность, это все в совокупности должно работать. И люди должны доверять, и они, когда выбирают человека, они видят, что творится. И поэтому вот мы говорим транспарентность, борьба с коррупцией, это должно работать. И все зависит и от нас, и от политика, кого мы выбираем. Спасибо.
Да, я бы тоже добавил, что в принципе вот эти два процесса, о которых вы упомянули, консультации с населением и участие населения в принятии решения, или информирование населения и участие населения в принятии решений, на самом деле они неразрывны и по идее должны идти вместе рука об руку, потому что в конечном итоге население меньше, наверное, интересует проблемы, сколько его интересует, чтобы что-то решалось. И поэтому и одно, и другое, может быть, немножко другие средства информирования используются в этих двух случаях, но, в общем-то, они имеют абсолютную логическую связь между собой и в конечном итоге должны влиять на эффективность принятых решений местных органов власти. Здесь хочу еще упомянуть, что очень важно, конечно, как уже говорили коллеги, участие гражданского общества или неправительственных организаций. Проблема у нас большая в стране, да и не только у нас, что неправительственные организации не всегда далеко представляют кого-то, представляют определенные группы населения, и поэтому не всегда могут говорить от имени определенных групп населения, что, конечно, неудобно ни для местных органов власти, ни для центральных. Потому что, конечно, очень тяжело консультироваться с 2000 людей или тем более в городах, скажем, с 10 тысячами людей. Это просто физически невозможно. В этих случаях нормально неправительственные организации, гражданское общество должны канализировать вот эти мнения людей, должны быть представительными и собирать какие-то видения и проблемы людей и канализировать их, предоставлять местным органам власти. У нас, к сожалению, вот это не работает еще почти совсем. Неправительственные организации очень полезны в том плане, что они предоставляют определенную помощь, руку помощи местным органам власти в решении конкретных вопросов, в имплементировании проектов, даже в консультациях юридической по привлечению определенных фондов в село или в город. Но еще не выражают они полностью мнение или не выражают вот эти важные точки зрения различных групп населения на те или иные проблемы, которые существуют у нас в наших местных сообществах. Слабая активность со стороны людей. Мы смотрели в репортаже из Неспарен. Такая же ситуация и у нас тут в Гагаузии. Вот ваше мнение, почему люди так слабо участвуют? На мой взгляд, люди старшего поколения, они все выходцы, как правило, они работали в каких-то иных коллективах, и по определению у многих сформировалось некое коллективное мышление по принятию тех или иных решений. Потом процессы пошли распада, то есть много лет некая анархия, она по большому счету сегодня не привела к какому-то нормальному порядку. И то безобразие, которое творится именно в управленческих структурах, я имею в виду в части коррупции, в части отношений к людям, оно, конечно же, людей отдалило еще больше. Самое главное здесь, мне кажется, неверие именно во власть со стороны людей. То есть вот это неверие со стороны простых людей к институтам власти, именно основной фактор того, что люди неактивные. Вот со многими общаюсь, они говорят, да мне это не интересует, да мне это не нужно, я уже никому не верю. Более того, мы знаем, все проинформированы, что творится у нас в республике, какая нестабильность политическая, вот тот же миллиард, который украденный. То есть вот все это, конечно, очень серьезный отпечаток для людей, и очень многие люди не знают, что делать. Очень большая неопределенность. И поэтому вот здесь и есть вот такая вот, мне кажется, что невостребованность. Люди понимают, что они не нужны. Вот в этом обществе очень многие. Может, политики должны привлекать людей? Нужно политиков привлекать в первую очередь к ответственности, потому что, извините меня, человек, может быть, просто где-то там провинился, украл 1000 лей, его могут посадить на 5-6 лет. А прокурор может взять взятки миллионами, его за это не сажают. Вот эта диспропорция, вот именно чиновничий беспредел и коррупция – это самая большая проблема, и отдаленность простых людей, дистанцироваться простые люди от чиновников. Спасибо. Как я начал говорить, именно системная проблема у нас. Господин Сергей, ваше мнение? Почему такая слабая активность людей? Ну, я соглашусь, наверное, с тем, что люди разочаровались, люди не верят в то, что что-либо вообще возможно изменить. Большинство людей не хотят вникать в подробности, и единственное правильное решение по их точке зрения, которое они принимают, это упаковать чемоданы и уехать.
и найти себе лучшую долю за рубежом. Потому что некоторые пробуют, у них это не получается, они просто-напросто разочаровываются и ищут возможности в другой стране или в другой стране вообще. Там меньше проблем, да? Там меньше проблем, но и меньше ответственности. И меньше ответственности, есть созданы условия, ты просто едешь туда, устраиваешься на работу, зарабатываешь деньги и обустраиваешь свою жизнь. А наши политики и рады, да? Здесь где-то да, оттуда высылают деньги, здесь налаживаются монополии, то есть на деньги, которые высылаются сюда, продаются товары, которые импортируются, на импорт у нас определенные монополии, на импорт мяса, рыбы, продовольственных товаров, лекарственных товаров и так далее. И в принципе все довольны, все счастливы. И попытка встряхнуть систему, да, и изменить каким-то образом, добиться справедливости, добиться прозрачности, она очень часто сталкивается с очень серьезным сопротивлением со стороны чиновников. И даже если на национальном уровне есть какая-то, скажем, какие-то положительные моменты в плане обеспечения прозрачности, то там очень многие решения, важные решения принимаются без соблюдения соответствующих процедур прозрачности. Просто нам выдаются как факт, как данность и ставят нас перед фактом, и мы должны просто-напросто проглотить то, что нам предлагается. На местном уровне еще меньше прозрачности, особенно на уровне примарии, да. То есть есть у меня родственник-советник, который до сих пор уже 2 года советник, и он не видел еще ни одного решения местного совета, которое он сам принимал. Понимаете, ну как бы о чем речь. У нас очень мало времени осталось до конца передачи. Я хочу попросить участников центральной студии очень коротко, если можно, какие-то рекомендации, какие-то выводы сделать. Я думаю, в принципе, мы уже все рекомендации как бы высказали в плане, конечно, своего мнения. Здесь еще раз, конечно, нам предстоит очень большой объем работы в этом плане, в обеспечении транспарентности, азов демократии. У нас, конечно, на этот счет очень большие проблемы. Транспарентность – это только одна часть демократии. Существует демократия как понятие гораздо более комплексное. Там и выборная система, там и система взаимоотношений между разными органами власти. Здесь все, конечно, надо решать в комплексе. Одна чисто транспарентность мало что обеспечит, хотя сама по себе она очень важна, конечно. Но мы находимся, еще раз, на таком уровне, когда проблемы надо решать комплексно, глобально и не привязываться к определенным секторам или к определенным понятиям, потому что невозможно решать, двигаться в каждом отдельном секторе без глобальной реформы, скажем, общественного управления, то, что понимает сейчас наше правительство, и без более радикальных изменений во всех областях жизни. Я хочу сказать, что не надо ждать от кого-то, что оно сделается. Надо начинать с себя. Это первое. И надо знать свои права. И если мы объединимся, зная вот это, трусить, то есть зная, потому что у нас мы очень дисциплинированные, как вы сказали. А дисциплинированные как? Тихо, молчать, мы вам реформу сделаем. А реформа проходит 5 лет, год поменяли, и опять реформа идет. То есть мы должны сделать так, чтобы качество жизни в нашей республике, оно возросло. И поэтому человек, который обращается к тому, чтобы качество жизни росло, он прав. И мы к этому должны стремиться. Хочу попросить вас очень коротко ответить, от чего зависит эффективность взаимоотношений властей и народа? Только очень коротко, у нас 1 минута до конца передачи. Всегда взаимоотношения людей, где бы то ни было, должны быть честные, справедливые отношения, уважительные отношения друг к другу. Я бы в связи с этим хотел бы сказать 2 слова буквально к людям обратиться, чтобы не боялись структур властей, требовали, обращались, боролись за справедливость, за честность, использовали все возможности в средствах массовой информации, пусть это будет в Фейсбуке, пусть это на сайте, где угодно, и чтобы люди все-таки были более активные, если куда-то приглашают, потому что от всех этих решений зависит наша жизнь. Да. Поэтому нужно быть активнее. Спасибо. Господин Сергеев, очень коротко. Тут была рекомендация в адрес граждан, я бы дал рекомендацию в адрес журналистов. Быть более активными, искать информацию, делать запросы, проводить журналистские расследования и выявлять те случаи коррупции, которые мешают нам, скажем так, продвигаться и развиваться дальше.
Спасибо. Вовлечение общественности в процесс принятия решений не может быть эффективно, если заинтересованные стороны плохо спланировали эти взаимоотношения. Тогда власти просто потеряют доверие к себе со стороны общественности. Важно не политизировать процесс вовлечения общества, а инструменты сотрудничества не превращать в пропаганду. Вы смотрели передачу «Альтернативы». Всего вам доброго.